Протяженность работ на водозаборном сооружении в селе Тамыш составляет 15 километров. Как рассказал депутат парламента Резу Зантария, жители села изъявили желание пользоваться питьевой водой из скважины, которую обнаружили еще в советское время. На приобретение труб было потрачено 9 миллионов рублей. Пробурили скважину, построили водозаборное сооружение. Завершить ремонтно-восстановительные работы и тем самым обеспечить 370 дворов села высококачественной питьевой водой планируется к середине сентября. Еще в исторические времена Советского Союза была найдена скважина, где максимально она соответствовала питьевой воде, где использовался для завода, хлебопекарного завода, который был в Тамышах расположен, и считался качественной водой. Жители села проявили инициативу, желание, чтобы пользоваться этой водой, так как практически на территории села Тамыш есть скважины, есть колодцы, но она не соответствует той самой питьевой воды сегодняшним стандартам. И вот мы все вместе, жители села, приняли решение самостоятельно, за счет собственных средств, принимая без участия государственных. Это только инициатива самого села. Там кто-то каждый день приходит работать, кто-то чем-то помогает. И все вместе мы вот дружно, практически единогласно приняли решение строить. Аслан Бжаня в ходе поездки в Восточную Абхазию проинспектировал работу Ингургэс и на месте ознакомился с деятельностью крупнейшего энергетического комплекса. Глава государства вначале посетил перепадную ГЭС-1, машинный зал и плотину перепадной ГЭС. Затем подземный машинный зал Ингургэс и главный щит управления. Есть рабочее колесо, как на Сухумской ГЭС. Здесь радиально-осевая машина стоит. Она достигает 6 метров. Лопастей нет? Нету, тут направляющий аппарат. Лопастя там, на перепадной 1. Там Фрэнсиса называется. А это зависит от набора. До 100 метров используют поворотно-лопастные машины. Выше уже радиально-осевые. То есть фиксированными. 3 турбины в мире, других нет. Председатель Совета директоров Ингургэс Ливан Мибония рассказал главе государства о функционировании энергетического комплекса и его нынешнем состоянии. Также он доложил о проведенных реабилитационных работах на Ингургэс и перепадной ГЭС-1. Здесь металлическая труба на отбеду, там 7 метров диаметр. Это 300 метров всего. Здесь вот раньше вот старую русло иглу, она падала вот она была на 3, сейчас падает около давления. Это верхний разрез или вертикальный? Это имеется в виду, это канал. По итогам инспекции президент провел совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, главы администрации Галского района Константина Пилия, председателя Совета директоров Ингургэс Ливана Мибония, руководства РУП «Черноморэнерго», депутатов Народного собрания Резу Зантария и Германа Качарава. В ходе совещания обсуждались вопросы энергоснабжения республики и повышения безопасности эксплуатации гидроэлектростанций как в обычном, так и в режиме максимальных нагрузок осенне-зимнего периода. Обычно российская сторона давала переток только после того, как в водохранилище нет никакого ресурса. А если сейчас мы начнем, это почему плохо? Во-первых, нет никакого резерва, вдруг отключится линия ПСОВ аварийно. Тогда вся восточная, то есть западная часть Абхазии, что висела, она остается без света. И никакого варианта нету подать туда электроэнергию. А если мы начнем раньше и будем сохранять уровень минимум 425 метров, то 3-4 дня мы можем всю Абхазию обеспечить. А за это время можно линию отремонтировать. По окончании совещания Аслан Бжаня ответил на вопросы журналистов. Мне нужно было самому посмотреть, как обстоят дела на станции. Станция работает в штатном режиме, коллектив подобран профессиональный, директор человек очень опытный, и в этом смысле здесь все хорошо. Есть вещи, которые выходят, скажем так, за рамки возможностей человека. Это природный фактор. Количество воды, которое будет накоплено, имеет важное значение в плане объема выработки. Ситуация в этом году она чуть лучше, чем в прошлом году, но тем не менее к осени мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать. Поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток для нужд населения Абхазии. Есть экономические подходы, они реализованы во многих, и нам нужно будет идти по этому пути. Другого варианта просто нет. Другие разговоры, они носят исключительно надуманный характер, это популизм, и сыграть на этой проблеме политическую игру. Выработка товара, его доставка стоит денег. Эти деньги необходимо платить. Так же, как мы платим за хлеб, за муку, за сотовую связь и за другие
товары, которые мы потребляем. Электроэнергия – товар, который мы потребляем. У него есть себестоимость, это первое. Второе – производитель. И тот, кто доставляет эту электроэнергию, помимо себестоимости, у них должна быть хоть какая-то норма прибыли. Иначе им этим заниматься невыгодно. У нас энергетика была подчинена политике. Так долго продолжаться не будет. Это исключительно отрасль экономики, и она должна жить по экономическим правилам, по экономическим законам. И мы должны это усвоить. Что касается функционирования первой перепадной ГЭС, глава государства охарактеризовал ситуацию как рабочую. При этом Асланбжани отметил очень высокий уровень износа сетевого хозяйства. По словам специалистов, Абхазия теряет 80 миллионов рублей за несвоевременное получение перетока. Это зависит от состояния сетевого хозяйства. А чтобы привести его в нормативное состояние, нужны десятки миллиардов рублей. Поэтому есть подходы, которые были реализованы многими странами, кто оказывался в аналогичной ситуации. Иного пути нет, заключил глава государства. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.